является то, чтобы проект был привязан к какому-нибудь предприятию. Поприветствовав участников, директор Ингушского технопарка Салман Яндиев рассказал о привилегиях, которые ждут ребят в новом профориентационном конкурсе. Это еще одна возможность заявить о себе и своих инженерных способностях со школьной скамьи. На площадке презентации каждый участник рассказывает о своей мини-инженерной конструкции. Первой выступает Амина Гулоева. Она создала автономную сеялку. Ручная или полуавтоматическая посадка семян даже требует очень много сил и времени, в отличие также от нашей. Еще она решает проблему с экономией ресурсов. Так как она работает на солнечной панели, она не требует слишком много электроэнергии. Она ее сама вырабатывает из солнечных лучей. Рядом ребята из первой барсукинской школы воссоздали работающий погрузчик. По их словам, такой пригодился бы в саде «Гигант Ингушетия». Кстати, в прошлом году шестиклассники на подобном мероприятии заняли первое место. Созданием инженерных конструкций интересуется уже 4 года. Он едет с помощью 2 больших моторов, а сам поднимает с помощью 1 мотора. Продемонстрируйте. Мы еще через программу можем делать. У каждого сегодня своя уникальная модель, которая пригодится как в быту, так и в промышленности. Здесь представлены работающие конструкции плитоукладчика, сборщика, мусора, мойщика пола, строительные краны и подъемник для инвалидов. Последняя модель – разработка сестер Абадиевых. Хава и Элла сегодня представляют сразу 2 образовательных учреждения – 6-ю Назрановскую школу и гимназию Марьям. Когда мы сюда впервые пришли, мы увидели, что его тут нет, решили сделать слева. Человек на инвалидной коляске приехал, он бы не смог поступить, поэтому изобрел он вот такой подъемник. И он еще может быть для перевозки грузов. Всего в региональном этапе конкурса участвуют 25 детей, состязуются в 6 категориях. В номинации «Икар Старт» ребята от 8 до 10 лет. Далее дебют, классик, профи-агротех и техно. Здесь соревнуются участники от 11 до 17 лет. Каждая критерий отличается по сложности строения конструкции. Например, дебют для новичков. Здесь не должно быть использовано более 2 механизмов, а вот в классике задача посложнее. Конструкция должна быть полностью автономной, исключая ручной труд. Техно подходит для тех, кто предпочитает использовать в своих проектах современные технологии и научные разработки. А профи-агротех говорит сам за себя. Он направлен на популяризацию аграрного сектора экономики. Лучшие в своей категории получат путевку на всероссийский конкурс «Инженерные кадры России», а отбор проводит судьи. Победителей будем определять по номинациям и по бальной системе. То есть каждая номинация имеет ряд критериев и количество баллов, то есть минимальное и максимальное. И в итоге это будет суммироваться и будет выводиться итоговая оценка. Есть еще одна категория для самых юных участников, для дошколят. Их проекты оказались ничем не хуже остальных. Мы были у мамы на работе и увидели, что у нее много дел. И мы решили ей помочь испечь барсучий торт. Это миксер. Только он не работает, когда вот это бывает вместе. А дальше что с тестом, которое вы приготовили, дальше что идет? Дальше тесто выливается в печку и там выпекаются коржи. ИКАР – это современная модель дополнительного образования детей, как связующее звено всех ступеней подготовки инженерных кадров в России. Она направлена на популяризацию научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий у обучающихся, а соревновательный процесс позволит мотивировать детей развивать свои возможности в этом направлении. Этому уделяется достаточно большое внимание со стороны предприятий промышленности, крупных предприятий. Вообще сам конкурс – это профориентированный. Наши дети могут увидеть перспективу тех знаний, которые они получают и в технопарке нашем, и в своих школах. Также у нас в гостях сегодня представители предприятий промышленности, которые тоже расскажут или уже рассказали даже некоторым детям о возможности применения этих проектов в своих предприятиях. Ну и в целом это большой задел на будущее. Мы планируем, что это будет проходить каждый год, этот конкурс. Как вы видите, у детей большой интерес.
И этот интерес нужно поддерживать и дальше развивать. Федеральный и финальный этап пройдет в Челябинске до конца мая этого года. А сегодня судьи планируют отобрать лучших из лучших в каждой категории. Они будут представлять Ингушетию на всероссийском конкурсе. Если даже не займут призовых мест, то смогут много чему научиться и набраться опыта на подобных масштабных соревнованиях. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев, Магаз 24.